нас в гостях Гульнар Цыпалова и также в гостях Клара Васильева, владельца центра диких птиц. И как зовут? Имени у него нет, мы предполагаем, что это молодой самец. Он оказался в такой ситуации, что его нашли люди в городе. Он был совсем без сил, крайняя степень истощения была, то есть критически низкий вес был, 435 грамм. Сколько? 435, да. Для птицы этого вида это очень мало. Вот. Ну, я думаю, что, скорее всего, он у кого-то находился в руках, у людей, и его неправильно там содержали, потому что очень сильно пострадало оперение. А хищник должен иметь идеальную форму, в том числе и оперение, чтобы выжить в условиях вот дикой природы. Но, по всей видимости, что-то пошло не так, он не смог охотиться, и вот так вот оказался у нас. Благо сейчас он здоров. Сколько у него сейчас вес? Сейчас мы набрали почти 600 грамм, он весит. Почти килограмм. Да, но вот Да. он прошел курс лечения, в принципе, он уже здоров. Но из-за того, что у него очень сильно повреждены хвостовые перья, отпустить мы его сейчас обратно не можем. То есть он у нас останется до лета, до тех пор, пока не перелиняет. Потом вернется в природу. И чтобы ему не было одиноко, вы решили носить именно этот свитер. Ну, да, у меня вообще, честно говоря, много одежды с совами. Там и шапки, и носки, и свитера, и Здорово. все что угодно. Да. Слушайте, но все-таки я не услышал ответ на свой вопрос. Дают ли какое-то имя таким птицам или нет все-таки? Они даже не понимают, да? Они не Нет, ну просто откликаются, вообще и в за целом то принято, время, не которое они у нас находятся, как бы там я не занимаюсь их приручением специально, потому что это все потенциальные выпускники. И имени вот у него конкретно нет. У некоторых бывает иногда так случайно прилипает что-то. Ну, Гульнар, ну согласитесь, людям же свойственно ласкаться. То есть говорить, ой, ты мой хороший. Малыш. Вот даже Юля у нас здесь за кадром сразу достала телефон, и ой, ты мой Да, хороший. да. ой, И ты мой вот цыплёночек». хотела бы сказать, вот Клара права, она просто к ним не привязывается. А если, конечно, вы хотите, ну, кто-то захочет в качестве домашнего питомца завести, естественно, да, они могут дать имя. Ну, совы, в принципе, приручаются. И сейчас, ну, такая мода даже есть, да, именно заводить в качестве домашних питомцев сов. Ну, это вопрос очень серьезный. Вот, как Клара сказала, видно, неправильно ухаживали, да, за птицей. И вот довели до такого состояния. То есть мы бы не рекомендовали вот так вот, да, опрометчиво поступать и заводить? Ну да, Это, да. наверное, должен быть свой дом, у него должен быть свой павильон Нет, какой-то, да, или как? ну насчет павильона, если содержать в квартире, то в квартире вы должны подготовить именно квартиру для проживания совы, потому что сова, она летает, это хищное животное, им нужно много места. Если в частном доме, то, конечно, большой вольер. Тоже, ну, там много условий, да, нужны такие Не подсадки. он с вами живет, а вы с ним. Да. получается? Клар, теоретически его можно доставать из вот этого устройства? Да, можно. Правда? Сейчас мы Мы его достанем, Да. мы его даже погладим. мы покажем вы вам его погладьте. прекрасные глаза. Ну, сразу говорю, птица дикая, естественно, она нас боится. Ух ты. И она будет сопротивляться до Ой-ой-ой-ой-ой. последнего. Часто бывает, что люди находят птицу, и она кажется им ручной. Находят Потому что птицу, она кажется им ослабленная. ручной, да. И они, ой, она, наверное, у кого-то улетела. Она такая добрая, мы ее гладим, она сидит спокойно. Если дикая птица позволяет себя гладить, это говорит о том, что она уже при смерти. У нее просто Ух нет ты. сил сопротивляться. Какой Вот, он да. красивый, Вот посмотрите, вот наш хвост ободранный, вот такой хвост у неясыти Он быть очень не длинный, должен. Да. Да, вот он так обдирается при содержании в клетке. В клетках хищных птиц ни в коем случае нельзя Ни в держать. коем То есть им нужна все-таки свобода. Им нужна свобода. Это если в квартире, значит, отдельная комната, желательно с присадами, оборудованная, да, вот как Присады это специальные такие На чём- перекладинки, на да, чём куда можно она посидеть. цепляется, да. Нет, я ее крепко держу, она не В улетит. Хогвартс, она кричит, в Хогвартс. Да, Гарри Поттеру. если частный дом, это должен быть просторный вольер, потому что птица должна двигаться обязательно. Вот. Он И- очень красивый. Да, они миленький. очень красивые. И, ну, вообще, в качестве домашнего питомца хищную птицу я не очень рекомендую, потому что это очень дорого. А И чем он дорого. питается? Мясом, самый наверное, важный да? вопрос. О, вопрос вот теперь. это да, Ну-ка, это давайте. очень важно. У меня два вопроса. Вот чем пытается, ну и второй я задам. Давайте, чем питается? Мышами. А,
То есть не мясо даже Нет, обычное, мясо Ни куриное, нельзя. ни говядина, ни Только свинина. Мыши, да, можно, конечно, иногда в качестве разнообразия давать суточных Крысу? цыплят, крыс, да, перепелов, но основное это все-таки мыши. То есть, если человек согласен с тем, что в морозильнике рядом с его любимыми пельмешками будут лежать замороженные мыши, Да. тогда да, он может заводить сову. Если там разговоры, некоторые заводят маленьких совок, да, они такие мимимишные, такие хорошенькие, они едят насекомых, в том числе и живых. Подождите, давайте все расставим по местам, вы, наверное, подключаетесь. Одна мышь, на сколько приемов? И целиком, что ли, ему кидаешь? её? Он Да. такой Или весь- за- За да, раз да. такая сова может съесть одну, две Две или мышки. 3 мыши. И насколько хватит ей этого? На сутки? сутки или сутки. на Нет, сутки? это на раз, день, да. А вечером, возможно, она захочет еще. Обалдеть. А одна мышка у нас стоит минимум 50 рублей. Да, такой ты друг у нас. Прожжён, Не Ростов, бюджет. прожжён. Смотри, он моргает, у него не видно ресниц. Они хорошо нас видят, да? Да, видно век. Зрение у них прекрасно. очень хорошее. Так, И давайте- слух. У сов очень хороший слух. Слух хороший? Какую ноту я взял? До. Ну, ему, наверное, не нравится, когда мы кричим громко, Да. да? У них хочет, слух чтобы мы чувствительнее нашего человеческого в 50 раз. Давайте разбираться. Вот Обалдеть. неясыть называется, да? Да. Мы же привыкли все, это Сова? я говорю про себя, да, сова да филин, собственно. И то иногда порой путаем, где сова, а где филин. А что это, как это, что за неясно? Можно как-то отнести его к сове? или Это к филину? вид Ну, это да. сов. Вид сов. Вид Да, совы. да. Просто вот у неясыти обычно вот такие вот темные глаза. То есть если у Мгм. других сов бывают ярко оранжевые там, да, там, как у того же филина там или у болотной совы, или зелененькие, ой, извините, у филина и у ушастой совы, или зелененькие, как у болотной, то вот у них вот такие темные глазки. Ох, очень. несмотря на то, что совы являются... Кстати, самые древние пернатые считаются. Мгм. И обитают они по всему миру, кроме Антарктиды. Они могут куда-то долететь? Они могут летать, да, куда им вздумается, Вот он перелетные. Большое от, расстояние. из Уфы в Сочи Смотри, как может будто он долететь? забалдел. Может, да? Может, да. Вообще это, конечно, считается такой оседлый вид птиц, то есть они зимуют здесь, они не улетают куда-то там на юга, но у них бывают такие сезонные миграции осенью и весной. И вот во время вот этих миграций у нас в Уфе, в городе, через наш город просто проходит, их путь часто падают. Вот этой осенью очень много попадало таких вот товарищей. Ой, ну смотрите, как ему хорошо. Давай так, смотри, ну, несмотря на то, что это очень красиво, и вот хочется погладить, мы еще раз резюмируем и обращаем ваше внимание, что все-таки проблематично довольно-таки содержать данное животное дома. И необходимо задуматься несколько десятков, а может быть и сотен раз, надо ли это вам мучить птицу и мучить себя. Потому что непросто. И ночью, так как это животное ночное, наверняка звуки периодически она издает. И Ну, звуки, звуки. шебуршит, гремит, Все-таки что-то к в этом. этому выбору Да. нужно Мгм. идти осознанно. Не идите на поводу ваших детей, которые наверняка посмотрели и сказали: мама, хочу сову, очень хочу сову, дайте мне сову, я буду с ней спать, буду играть. Смотри, как он на нас смотрит. Наверное, будто- на нас, да. Мне будто кажется, будешь ему смотреть. нравится музыка, которая у нас в студии сейчас такая магическая, да? Как из Гарри Поттера. Слушайте, ну классно. Спасибо огромное, что принесли сегодня к нам его. Мы желаем тебе здоровья, конечно же, чтобы летом ты все-таки смог улететь, куда тебе захочется.